С 1 июля перевозки пассажиров ряда категорий должны осуществляться по единым социальным проездным билетам или с использованием транспортных приложений социальной карты единого цифрового сервиса жителей Якутии. Касается это и Алекминского района, где на сегодняшний день 2 перевозчика – СГХ по городу и ИП «Шараборин» межпоселенческие перевозки. Город заявляет о полной готовности к переходу. У нас заключен договор с Алмаз-Аргентбанком, приобретены валидаторы. В настоящее время заканчивается их настройка. До 1 июля они прибудут в город Алекминск. Водители пройдут обучение, как ими пользоваться. И с 1 июля мы готовы запустить в наших городских автобусах автоматическую систему оплаты проезда ОСОП через валидаторы, которые будут принимать банковские карты всех платежных систем МИР, Виза, Мастеркард, Маэстро и других, а также принимать к оплате карты жителей Якутии, по которым проездом будут пользоваться отдельные категории граждан вместо единого социального проездного билета. На сегодня у жителей города ежедневный вопрос, а будет ли рейс в принципе. Особенно это злободневно для жителей авиапорта. К слову, новостройки давно обходятся без общественного транспорта. Очень плохо. Особенно вот маршрут номер 2 вообще не бывало это. В начале 60-х годов прошлого века ходили пешком мы, молодые были. Сейчас нашего возраста людям по необходимости приходится идти пешком. И городские маршруты тоже, что единичка, что пятерка. Приходится сидеть по полчаса, а то и больше, ждать автобус. Плохо, очень плохо. Ну что это, вот у нас город все-таки, один автобус ходит по городу. Вот если не успеешь на автобус, значит, около часа ждать приходится. Ну что это такое? А расписание есть? Конечно, есть. Оно соблюдается? Ну, когда как. Совпадает, иногда не совпадает. Давно это вообще началось? Вот основное, Давно. нет постоянного расписания даже. А постоянного нет, да? Нет, каждую неделю меняет что-то. Плохо, конечно, очень плохо. Раньше в перестройку 4 автобуса ходило, а сейчас один. А то вообще ни одного не ходит. Ни в порт, ни по городу нету. В воскресенье вообще автобусы не ходят. А последний год, особенно полгода. Вчера, говорят, до 2 часов только смена была, один автобус ходил. И все, после обеда вообще не было их. Такси, вчера я тоже в городе был, такси пришлось вызывать. Такая беда сейчас с автобусами, я не знаю, что творится. Жалоб не поступает в администрацию, что ли. Выходные вообще не ходят? А? Выходные вообще не ходят автобусы. Да. Вот как хочешь, с конца до конца добирайся. Такси очень дорого, конечно, нам, пенсионерам. Сколько стоит такси? Ну, такси, вот, например, с Карла Миллера до центра 250-300 рублей. Расстояние небольшое. Расстояние вообще небольшое, да. О ситуации в городе от руководителя организации. На данный момент у нас на линии 2 автобуса на маршруте номер 2 и номер 7. На маршруте номер 2 временно отсутствует водитель. Также есть 2 автобуса, которые готовы выйти на линию по маршруту номер 2 во вторую смену и на маршрут номер 6. Ввиду отсутствия водительского состава автобусы перевозки не осуществляют. То есть самая основная проблема на сегодня – это отсутствие водителей. Да. Была возможность, и она остается, обучить 4 человек с проездом в Якутск, проживанием и обучением. Однако кандидатов из их желания не оказалось. Сколько сегодня составляет заработная плата? Ну, зависит от графика, от количества рейсов. Но, в принципе, в пределах 100 тысяч рублей на руки об этой сумме можно говорить уверенно. Не так давно вопрос с автобусами поднимали на всех уровнях. Одно из решений было служба единого перевозчика, но дело замерло, не набрав обороты. У каждой стороны убедительные аргументы. На сегодняшний день единый перевозчик, как обговаривалось, на том уровне и остался, когда разговаривали. Никаких движений со стороны города, я не знаю, может, какие-то и были со стороны города, со стороны района, никаких движений не было. Поэтому
Я со своей стороны активность никак не стараюсь сделать, потому что проблемы у нас стоит очень большие и в персонале, в водительском составе, и в гаражах, то, что негде стоять на зиму. У нас сейчас лето пролетит очень быстро, поэтому было бы это очень прибыльная работа, тогда еще я бы суетился в плане того, чтобы забрать это все. А так как это просто работать, чтобы работать, нету никаких стараний, чтобы взять все это на себя. Мгм. И такой момент. Речь шла о том, что вроде как вот я вчера разговаривала, несколько маршрутов все-таки вы взяли, да, уже? Да, нефтебаза. Нефтебаза работаю, Это у нас какой маршрут, номер 7? номер 7. Маршрут номер 7 вот на сегодняшний день у вас, да? Мгм. Мгм. То есть, в принципе, остаются чисто городские маршруты. Городские, ну, получается, городские, порт и шестерка. Мгм. Вот эти вот остаются. Да. А вот проблема вот у вас какая, как у перевозчика на сегодняшний день самая острая? Самое острое это гаражи на зиму. Стояночная и ремонтная база. Это очень большая проблема, потому что мне как частнику одному это не осилить. Выплата за тепло и само содержание большого гаража это дорогостоящее. Ну, конечно. Я это не смогу потянуть своими силами. Все, что выделяется по субсидии, это хватает на заработную плату, на выплату налогов, приобретение запасных частей и ГСМ. В сегодняшний день ситуация остается критической по автобусным перевозкам в городе Алекминске. Пока по единому перевозчику те договоренности, которые были достигнуты, пока они не исполнены в полном объеме. Другой стороной, с нашей стороны мы все выполнили, мы провели работу с центром занятости по обучению водителей, да, они открыли 4 ставки. Наше предприятие получило лицензию, то есть узаконило свою деятельность. И мы подготовили проекты документов по передаче и автобусов, и ремонтного гаража единому перевозчику. Но пока другая сторона не принимает полностью все маршруты, при этом на некоторые маршруты уже сейчас ИП, который будет единым перевозчиком, потихоньку начинает вставлять свои автобусы. Это в городе, и на нефтебазу он автобусы поставил. То есть дальше этот вопрос прорабатываем. Тогда же речь шла о выделении Алекминску нескольких автобусов. Те автобусы, которые ранее были, скажем так, определены для муниципалитетов, они сейчас, вот недавно переговоры были со Сбербанком, эти автобусы, они будут для города Якутска, 75 единиц. Поэтому мы сейчас и будем отрабатывать непосредственно с Министерством транспорта Российской Федерации напрямую. По федеральной программе постараемся какое-то финансирование определить. Но тут стоит сказать, что мы параллельно этому ведем работу со Сбербанком, со Сбербанк-лизингом по приобретению автобусов уже напрямую за счет муниципалитета. Сколько это стоимость на сегодняшний день одного автобуса? В пределах 8 миллионов. Это средний автобус, средняя «Газель» на 22 посадочных места. И получается, если это лизинг, то, соответственно, вы будете выплачивать значительный процент. Получается, один автобус обойдется? В районе 10 миллионов итоговая сумма лизинга будет составлять. Да? А реально сколько автобусов вы рассчитываете? Вообще мы делали заявку на 3 автобуса. Это покрыть минимальную нашу потребность по автобусам. Ну, я помню, что речь шла о том, что 6 автобусов, тем не менее, вот планировалось поставить в Алекминск. Сейчас вы говорите о том, что вот из 75 этих ни одного в Алекминск не поступит. На сегодняшний день, да, такая информация, что все остаются в городе Якутске на столичные маршруты. Насколько ситуация изменится, сказать сложно. На дворе практически июль. Летние месяцы пройдут незаметно. И возмущение людей более чем объяснимо. Какая у нас ситуация с автобусами? Очень плохая. По выходным их вообще нету. На работу добраться целая проблема. С работы добраться тоже целая проблема. Вообще ужасное дело. Вы как считаете? Тоже так же считаю, что плохо автобусы ходят. В воскресенье вообще не ходят.
Зимой не все остановки теплые, народ мерзнет, школьники мерзнут. Ну ладно, ему это еще среднее поколение. А пенсионеры, молодежь, школьники, тоже целое дело. Приходится такси вызывать. Ну, вот ребенка даже в больницу свозить или что-нибудь. Никак движение автобуса. Вот смотрите, сейчас опять через час только будет автобус. Только через час, Да, примерно через час будет Плохо автобус. ходят. Вообще. Как часто приходится пользоваться автобусом? Ну, приходится очень часто пользоваться на самом деле. Особенно в школьное время, когда дети ходят в садик. Очень часто. Как можете оценить ситуацию? Плохо можем оценить. Автобусы очень редко ходят. Протяжимость такая большая. Иногда по графику вообще не ходят. Бывает и так, да? Бывает, конечно. Очень часто. Зимой дети в автобус не помещаются, очень много народу, и протяжимость большая, и в итоге дети остаются просто на остановке и опаздывают в школу. Была такая ситуация? Конечно. Была. На автобусе. И как? Ну, много народу. Все толкаются. В принципе, можно добраться. Можно добраться. А зимой каково? Ну, тоже много народу, но можно добраться. А было такое, что оставался? Да. На такси доезжал. То есть не вмещался в автобус? Да. Слишком долгая задержка, приходится ездить на такси постоянно. То есть, в принципе, он вам нужен автобус? Он, конечно, нужен. У нас также в школу ездил автобус, сейчас даже автобус не ходит. Это вы в каком? На новостройке. У нас раньше шестерка ходила, прямо на школе останавливалась. Приходится оттуда ездить на такси. Автобусы вообще не ходят там теперь. Стоимость проезда на такси? 250-300 рублей с новостроек берут. Дешевле не берут, дороги плохие. То есть это и зимой? И зимой, ну, проблема в дождь бывает, вообще нас даже не берут. То есть мы школу пропускаем ни пешком, ни пройти, ни проехать на машине. Это давно вообще так началось? Ну, мы на новостройках уже 2-й год живем. А так жили в центре, тут как бы рядышком дойти. Но все равно стараемся такси пользоваться, потому что автобусы бывает не дождешься. Я, например, работаю в инвалидке. Это мы едем в 8:15, а обратно до 7. Вечера работаем, там уже автобусов не ходит. Это нам надо пешком идти. С инвалидки до ССМ, до сюда, до автовокзала, например. Бывает и так. Угу. На завтра то же самое. Утром, вечером с 7 работаем до 9 утра. А в выходной воскресенье вообще нет автобусов. Даже вот вечером приезжает автобус с Бирюка. А автобусов нету городских. Это что получается? Нам пешком до ССМ идти, до дачи идти. Кольцевая проблема, где все связано в единый клубок. Водители, отсутствие автотранспорта, дороги и люди, которые уже не знают, куда обращаться за помощью.